Рады вітаць вас сёння ў нашай цэнтральнай раённай бібліятэцы, якая з гонарам носіць імя Яны Чачоты. Вельмі прыемна, што сёння шмат гасцей, шмат прыхільнікаў нашай літаратуры, нашай сучаснай літаратуры. Мне вельмі прыемна, што наша цэнтральная раённая бібліятэка ўжо на працягу некалькіх гадоў вядзе цеснае супрацоўніцтва з літаратурна-музычным аб'яднаннем «Крыніца», з літаратурна-музычным аб'яднаннем «Ліра», магчыма, не так назвала. Мне вельмі гэта прыемна. Вельмі прыемна, што сёння з намі прысутнічаюць ваганты, якія ўжо былі ў нас у гэтым годзе. Я спадзяюся, што нашы сустрэчы яшчэ будзе больш і больш. Ну і гаворачы пра сённяшняе наше мерапрыемства, пра галоўных людзей сённяшняга свята вам раскажа ініцыятар і арганізатар гэтага свята. А сёння такая сустрэча вельмі цёплая, вельмі такая домашняя, я бы сказала, у нас адбудзецца, таму што сёння наша сустрэча прысвечана выдатным нашим землякам Алесю Корневу, Юрию Матюшко и Миколу Бусько. По Алесю Корневу у нас ужо быў такі творчы вечар, скажем так, які прайшло ўжо вельмі шмат часу, але заўсёды яшчэ ўспаміны дзесьці кожнага з нас грэюць. І зараз я хочу перадаць мікрафон нашаму ініцыятару нашага свята, гэтай вечарыны, паэтэсе, чароўнай жанчыне, вельмі такой добразычлівай, вельмі сціплай, я б сказала, кіраўніку літаратурна-музыкальнай гасцёўні «Крыніца», ну і проста цудоўнай жанчыне. Сапраўды, у нас такая взаимосувязь з раённай бібліятэкай, я так удзячна, это цудоўна. І добры вечар, шановныя сябры, прыхільнікі добрага, шчырага слова і уважлівыя слухачы. Я шчыра вітаю усіх, хто наведаў літаратурна-музычную гасцёўню «Крыніца», каб успомніць нашых выдатных творцаў Алеся Корнева, Юрия Матюшку, Миколу Бусько, сяброў Саюза пісьменнікаў Беларусі. Пра кожную паасобку можна гаварыць шмат і шмат, бо напісана імі твораў, якія яны ўлажылі душу і сэрца, і вельмі шмат. Як некалі пісала знакамітая Марына Цветаева, говорила: не запрещай себе творить, хотя порой выходит криво, души прекрасные порывы никто не в силах повторить. І сапраўды, у кожнага творца это Божий дар дадзены, і у кожнага свой почерк, ніхто один на другого не падобны, ні один твор. І сапраўды, кожны майстра слова, асабісты, непадобны, але ўсіх трох іх звязвае любоў да роднага краю, да роднага куточка, дзе нарадзіўся. Пра кожнага можна сказаць: сыною любоўю край родны любіў, і творы яму прысвячаў, краіны сваёй патрыётам ён быў, і ў творах сваіх азначаў. Аўтары па майстэрству таленавіта радят задуматься, заўважыць, разгледзець прыгажосць у чалавечай душы, разгадаць пра сэнс жыцця, ролю чалавека ў грамадстве, пра маральна-этычныя праблемы з філасофскай мудрасцю, якія хвалююць сёння кожнага чалавека. Дзеці вайны. Тэма востра і шчымліва гучыць у творчасці паэтаў. Любоў да прыгажосці, навакольнага асяроддзя, непаўторнага хараства прыроды. Аўтары знаходзілі цікавыя вобразы, мастацкія сцяжыны і упэўнена і умела, быццам у вяночак з валошкаў упляталі ў палатно паэтычнага слова, паэтычнага радка. Колькі адчуваецца мудрасці ў іх творчасці, аб мінулым і сучасным. Наш земляк, таленавіты празаік Анатоль Хвальніцкі шчыра сцвярджае: познать гармонию внутри себя и с окружающим миром и природой – это и есть смысл жизни. Сапраўды, якія мудрыя словы. Сёння у нас у гостях
Шановные гости, старшиня Брестского отделения Союза письменников Татьяна Анатольевна Демидович. Повинен быть Игорь Константинович Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Я не ведаю, магчыма, ён пазней пад'едзе. Ну, якого занятого человека уже и часу не атрымаецца. Так, шановные сябры, сегодня наша литературно-музычная сустрэча объединяла сразу трех творцев сяброў Союза письменников Беларусь Олеся Корнева, Юрия Матюшку и Миколая Бусько, недавно покинувши эту грешную землю, якую так любили. Помянем усіх творцев наших ярких зорочек. Пайшли ад нас, хто ночью, а хто поўднем, пайшли туды, адкуль няма дороги. Хвилинкою молчания их напомним, устанем з месцаў на свои все ноги. Болюча сердцу, лёс поэтаў горкі, и им жыццё сказала свое годзе. А творы их, нібы іскрынкі зоркі, будут свяціць нашчадкам праз стагоддзі. І ўсіх тых творцаў, хто адышоў з гэтай зямлі ў розныя часы, давайте помянем хвилинкой молчания. Олесь Касьянович Корнев. Олесь Касьянович народился у Могилеве, але еще свое дзяцінства, юначие годы провел тут, в околицах Новой Мыши. Учился у Барановичской школе 13-й, а затем у Малаховской школе. Закончил Малаховскую школу, поступил у Могилевский медицинский университет. Город Могилевский. Нет, чекайте. Минский. Минский медицинский институт. 8. После его заканчэння, праз некоторый час он приехал у Барановичи и тут долго працавал доктором и был загадчиком отделения. Вот сегодня мы уже проводим третью вечерину, присвяченную Олесю Касьяновичу. Про творцу магчыма говорить вельмі шмат. Шмат и шмат, потому что им написано 32 книги. Уявите себе, 32 книги. И есть такие творы, які это эксклюзивные, яких нема в Беларуси, правда? И это 32 книги написаны, 32 надрукаваны, одна чакае уже посмяротна, чакае выходу у свет. И вот Олесь Касьянович это был настолько щирый человек, настолько добрый человек, не говорячи уже наколькі это был трудоголик, и наколькі это человек, який любил людей, любил природу, любил, вы видите, это немагчыма знайсці всіх тих слов прихожих, приємних, якими можна охарактеризовать этого человека. Мел 2 державные премии. Премию Колесника, медовую премию. И еще был узнагароджений гоноровой грамотой областной
ганаровай грамотай за кнігу пра Барановичы. Вось. І сёння будуць гучаць песні на словы Алеся Касьяновича, будуць гучаць яго творы. И я хочу вам предложить эту самую песню прослухать «Давай не будем хмуриться за долей». Ее проспевая народный вокальный ансамбль «Примавера». Черняк Татьяна, Корнева Валентина, Медведка Светлана и Хаустова Елена. Коли ласка. Я прежде хочу сказать несколько слов. Наша вечерина має назву «Святлої зорок шлях нам освячає». Шлях творчого колективу середньої школи номер 21 города Барановича. Колективу «Примавера» освятляє зорка Олеся Корнева. І ми ще не однойче будемо звертатися до його віршів, як подовжити життя у наших піснях. Зараз пропонуємо. Я стесненная Мара и надея, и страченная вера в справедливость, розчарование сердца холодеє, бо чоловік згубив свою можливость. Уся бруда туга и жаль неутешный, безвыходности вечные пытания, и вот спокутує зусім безгрешний, не браться здольным депрессивным стане. Мы все бываем схильны к афарбокам, и я життя размалявал парадкам, а ведь и варто становиться оком, альбом бездельным к маленьким ягняткам. Давай не будем хмуриться за доли, а просто жить и працевать у парка, горять узорі і більші рандолі, і нам на їх подобними быть варто. Парам-парам-парам-парам-парам, 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 парам-парам-парам-парам-парам. Давай не будем хмуриться за доли, а просто жить и працевать у парка, горать узорі і більші рандолі, і нам на їх подобними быть варто. Горять узорі і більші рандолі, і нам на їх подобними быть варто. Музика керівника Тетяни Черняк. А тепер вірш Олеся Касьяновича. Прочитає його маленький онучок Мирон. Коли ласка, Мирончик. Я хлопчик войны, Олеся Корнева. Я хлопчик войны, той страшенной, далекой, где гремели снаряды, бомбы и мины. Эх, сердце, доволі уже стихни, не ёкай, неужо растревожили знову вспомины? Война наспявала, ти теж потрихтовка та добрий, ти хоч би якої ворони. Была бы машина в запасе винтовка, а к ёй гранаты б'єше и патроны. Кто трапил в войско, а кто в партизаны, а кто в полицаи летел карамбалем. Остатние люди вели за килзами, чужим самовольством, страхом и болью. Зрабілася доля безмерно городна, безлітасно грабів фашиста звярелих.
Улада стояла на каре смиротной, ужали и шибеницы, и расстрелы. Я успомнил сестричку свою, незабудку. Мороз был на окнах, каштально колючий. Я наша крошка, не мела будку. Летели веселье старые ануши. А потым дитятка у гарачцы гарэла, нібыта вугольчик летел на парозе. Не чула яна агатанні і стрела, як її батька канал на парозе. А я тады выжила, і мо випадкова, і радуюсь сёння унучки малечай. І у нас над дзвярыма красуе падкова, як сімвал надзеі живой, чалавечай. А теперь я попрошу Вадима Александровича, сына, рассказать нам вот так. Видите, час летит вельми хутко, и я еще не могу в сознании пробачить то, что уже таты нема з нами, в нашей семье. Это вельми тяжко. Завжди хочется потелефонувати йому, як в такий час приходить, потом вспоминаешь. Это вельми тяжко. Видите, еще хочу сказать, свой взорок шлях нам освещает. Сидел и думал над этой назвой, вельми похожа назва для этой вечерины. И что могу додать? С каждой смертью поэта в небе появляется новая зорка. Их становится, на жаль, все больше и больше. Ну, так устроено наше житие. Хочу подякувати вельми организаторам, низкий поклон вам, библиотеке, Тетяне Михайловне, особисто. Ну, не буду займать много часу, я дальше не поэт. Хай вот скажут майстри слова своего, лепше их послухать. Великий дякую. А теперь песню на стол Олеся Касьяновича Корнева проспевая Ирина Мезенцева, лауреат Матвейки конкурсу, композитор, письменница, виконавца, бард. Коли ласка, Ирина Васильевна. Ну, Слово Касьянович, музыка. спасибо большое. Олег Касьянович это юморист был, конечно. Он любил очень женщин, относился к ним с уважением, с повагой. Но в то же самое время как бы принимал шуточное направление в этой смысле. Вот, и он тоже мне подарил песни, которые я с удовольствием исполняю, пою его стихи, книжку. Поэтому, конечно, об этом человеке я вспоминаю всегда с улыбкой, потому что он дарил радость людям. Молодец, уши заглядая, девица с усмешкою беззубой. Я так сама уже не молодая, не хочу я быть кому стелюбой. Больше песенка моя не спета, поезжая справная кабета, и не кепская заяца снежня, и не кепская снутри, конечно. Он для ног над рекою шапоча, а за им целуются каштаны. Будь дорожка і ржаное збоча, ти чого марудиш, мой коханий? Чуєш, песенка моя не спета, поезжая справная кабета, и не кепская
кепская здається знешне, и не кепская внутри, конечно. Ты приходь, я почастую кавой, а пасля разважливых уводим. Я зроблюся самой ласкавой, и взаємність нашу засолодим. Бо ще пісенька моя не спета, бо я ще несправная кабета, і не кепская здається знешне. Ти приходь, пустыня ўжо яешня, і не кепская здаецца знешне. Ты приходь, пустыня ўжо яешня. Ну, он еще две песни, но один куплет я прочту стихами. Не играют нам страдания, и не свищут соловьи. Мы крадемся на свидание, пряча радости и любви. Отчего любовь не планова, без разбору всех берет? Может, жизнь решила заново нас промучить в этот год? Отгорела, отболела, отгорела, отболела, отцвела черешня, не было чухать и стрела, а кохание гине. Не переживайте. Може, притінку вечері, близькі все-таки брові, і взаємність нашу вірні на минулий зрові. Як идет эта песня? Не разрешаю. Женского, ну, он, наверное, не очень хочет. Спасибо, извините. Присвячение свое Олесю Касьяновичу читая Мария Филиппова. Коли ласка Мария Николаевна, это цудовнейший человек, рукодельница, выставы якой оздобляли не одну залу у городе, и не только у городе. Яна пераможца областного конкурса Союза письменников, автор шматлікіх кніг, які усе наші творцы. И, коли ласка, вельми хороший человек. Спасибо. Ты любишь родный край, и я не меней. И признаюсь без прикрас, что так люблю его, аж до затьмения притомности на некий час. Няхай квітнее край и вечится, а тым, кто супраць, не змаўчым. Сапраўдная любовь не лечится и не выводится ничем. Люблю свой край. Это верш Олеся Корнева. Маленькая форма, але глибокая тема. І ніхто, як ён, не скаже про любов до життя, про любов до родины. Любов'ю пронизана уся творчасць гэтага паэта. Это любовь до жанчыны, до сваёй роднай маці, до сваёй сям'і. Гэта любовь до роднай зямлі, нават до той гліны на ботах, якая на ногах па вясне у працоўнага чалавека. Гэта любоў да таго шчаняці, які сустрэў паэта на кладцы праз рэчку Мышанку. Ва ўсём ён бачыць любоў і ў роднай прыродзе.
Любоў у яго і да наших городов и сёл. И перейду на русский язык. И очень трепетно он относится к любви, к нашей белорусской мове, каждому ее слову. И учит нас всех беречь белорусскую речь как самое большое сокровище человеческой цивилизации. Любовь и жизнь в творчестве Олеся Касьяновича тождественны. И со всей щедростью своей души он делится этой любовью со своим читателем. Потому что пишет он сам свои стихи не рукой, не разумом, а пишет свои стихи, свои все произведения душой. И читая их, мы свою душу наполняем этой любовью к родной земле, к родному народу, к нашей историко-культурному наследию. Мне сказали как-то на днях, что я почему-то, говоря о Алексее Касьяновиче, Александре Касьяновиче, говорю всегда в настоящем времени. Это не случайно, потому что он, его облик, его существо всегда с нами. Здесь сидят представители нашего литературного объединения «Лира», они не дадут мне соврать, мы на каждом заседании вспоминаем его шутки, его добрую улыбку, его слово поддержки, советы его. Посмотрите на его лицо. Это лицо добрейшего человека. Это лицо теплого человека, любящего эту жизнь и всех нас. И глаза у него светлые, добрые, с легкой человеческой лукавинкой. Разве можно его не любить? Он навсегда в наших сердцах. Ён любил белорусскую мову, был отданы родимой земли. Гимны пел ён и вынес в основу, народилися тут и жили не дарма, так и Богом назначено. Берагчы, шанаваць гэты край, где пяшчота, любовь, ласка матчына и каханне твое, светлый май. Где губляются кони в тумане, у белым вэлюме кветок сады, и звонами жбаны на паркане, где не стерли былога гады, где живут мирно все по-суседску, и литвин, и поляк, и яўрэй. Ён принес и у творчасць, и у сэрцы водгукі гістарычных падзей. Был и сябрам усім, и дорадчиком, и писал верш души добрынёю, и покинул великую спадчыну. Сёння побач, здаецца, с тобою только книгу яго возьмешь. Солнцем светлый образ вядзе по сторонках. Олесь Корнев, поэт, суразмовца, закаханы у родную сторонку. Сколько вершаў стварыў, все адметнае. Про людей, про землю, городы. Застанецца душа его светлая в сердце кожнага з нас назавжды. Я говорю искренне, я благодарна судьбе за нашу встречу, за наше знакомство, за наши совместные литературные праздники и за нашу дружбу с Олесем Корневым. Как жаль, что мало на земле таких людей, и те уходят. Не возразить, увы, природе, хоть гения свет на челе. Уходит навсегда от нас, и мир беднеет, мир мельчает. Придут ли лучшие, не знаю, но только пробил скорбный час, и со склоненной головой встаю в смятенье на колени. Прошу Творца благословения
на вечный путь ваш неземной. Корнев Александр Касьянович, очаровательный, светлый человек и поэт, талантливый, незабываемый Олесь Корнев. А теперь я запрошаю Анатолия Хвойницкого, письменника, автора шматліких книг, уже наглядаю, яка паліку, хто ли теперь вышел ця книга? 13-я уже. Спасибо, Скажи, ласка. спасибо, что вы меня пригласили сюда. Ну, во-первых, я менее всего знал Юру Матюшку. Просто слышал, что есть у нас в городе такой автор. И очень много лет назад в местной газете было его произведение, на повесть, я зачитался и ждал всегда предложения с удовольствием. И понял, что действительно человек очень достойный, но, к сожалению, я его не знал. Несколько больше я знал Дучко, но мне посчастливилось раз 3-4 мы с ним встретиться, и даже одно время я был приглашен к нему домой, уже не был мой повар, и мы разговаривали о его творчестве. Я был очень удивлен, мне было приятно, что человек пишет детям. Не так много у нас талантов, которые свое творчество посвящают детям. Очень было приятно. Но там мы больше говорили о визуальном искусстве. Я тоже когда-то работал художником, одно время эту тему. И последний раз я его видел в Иваново на Дне письменности. Я подошел, я пообщался с ним хорошо, но было видно уже, наверное, что человеку тяжело. Это последняя встреча. Ну, а, конечно, Олесь Корнев у меня частицу сердца моего захватил. Скажу, что еще очень давно в молодости я уже слышал, что есть в городе такой знаменитый, очень хороший врач Корнев. Ну, конечно, когда люди говорят о враче, что он хороший, то это многого стоит. Вот здесь действительно хороший. Врачей много. А вот когда говорят, что это хороший, это было... Ну, а когда пришло время, я там и служба, и тренерская работа, и прочее, как-то не касался. Буквально последние 10, вот с 10-го года я начал творчеством, если я помню, более уже так трудно заниматься. Ну и мне посчастливилось на наших встречах с ним и работать, и общаться. И, знаете, действительно, это человек глыба. Ну, то, что он много сколько написал, уже достойно уважения. И мне всегда очень нравилось, когда он на белорусском языке читал. Юмор на белорусском языке. И это такое, знаете, наверное, очень редко так читают красиво на белорусском языке, как это Корнев. Ну, а для читателя есть две оценки. Нравится и не нравится. Так вот, все, что он написал, мне нравится. Я не знаю, какие еще могут быть оценки. И вот Филиппова правильно сказала, что на наших встречах творческих мы всегда его вспоминаем. Но учитывая, что у нас на вечере в обществе мужчина 1, 2, 3, мы как мужчины более с ним дружили. Там женщина, а не мужчина. Поэтому мне было с ним очень хорошо общаться. И до сих пор я действительно, если придешь в наше помещение, в наше, мне кажется, Корнев придет, должен прийти. Такое ощущение, что он не уходил, живет. Поэтому очень приятно мне вспоминать его, и я горжусь, что я его знала. Спасибо. Я запрошаю сюди Галину Ліс, керівника поетичного клубу «Ліра», автора шматліких книг, Барта, мастачку. Коли ласка, Галина Івановна. Конечно же, это удивительные люди были. Они не то что были, они есть, они всегда рядышком с нами. Это великие поэты, великие люди большой, глубокой души. И, конечно же, мы дружили все с ними. Что хочу сказать, что Олесь Касьянович – это настоящий лировец. Вот Мария Николаевна говорила, что он всегда с нами, дружил, поддерживал во всех мероприятиях.
И, конечно же, этот человек, это светлый, великий, добрый, прекрасный человек. Мы всегда будем помнить о нем. Стихотворение «Хата», которое я посвятила людям, которые ушли от нас. Они там, они нам светят. Мы будем всегда равняться на них. Вірш «Хата». У кожного своя есть хата. Яна у серці назавжди. Ті бідно в хаті, ті багата. Все ровно едем мы туди. Веселье, радость, смуток, хата. Сусідів ёй сябри. Дітей чекають маті, тата. Здалек їх тягне знов туди. Квітнее восеньская хата. Веселье ладит там сваты. Сестричка женит своего брата. З дзецьмі приедзе ён туды. Падмурак лёсу наша хата. Яго не знішчаць і гады, бо з дымам у хаце ёсць салдата. З вайны вярнуўся ён туды. На ўзлеску крыж таксама хата. Букетик кветачак жывых, а побач вечнасць, памяць, дата. Адчыняць хату для ўсіх. И стихотворение, которое я посвятила Олесю Касьяновичу, это уже давно, конечно, было, на какой-то очередной юбилей. Он родился 30 ноября, 30 листопада. А я свое стихотворение назвала «Первый день зимы» для Олеся Касьяновича. Посвящение. Прошепчет день, что очень любит меня и вас, и всех подряд, из кубка снежного пригубит, как будто в древности обряд. Пойдет с работы вместе с нами, пошепчемся о том о сём, ласкать попробует ветрами. Промчимся с горочки вдвоем, нас поцелует сладко в губы, прижмет тихонечко к себе, пальто одеть попросит, шубы. С ним погрустим мы в тишине. Пришедший день, как друг он верный, моргнет в ночи звездой маня. К зиме шаги проделав первым, заснет блаженно, как дитя. Спасибо. Весельчак завжди са щирою усмішкою подбадьорить, порадить и мудрый, стиплый, таленовитый Олесь Касьянович был сплошной позитив. Але толькі родные и мы сябры ведали, якую боль ён вытрымліваў 26 гадочкаў хварэючы онкалогіяй. Гэта было колькі мужнасці і любові у гэтага чалавека, каб гадамі гаварыць, каб гадамі дарыць столькі шчырых прысвячэнняў, непадобных адно на другое, ужо не гаворачы, колькі ён пісаў, выдаваў кніг, а колькі калектыўных зборнікаў і альманахаў, публікацый, часопісаў, газетах. Цяпер сваё прысвячэнне «Соль зямлі» прачытае аўтар, паэтка, сябра клуба «Ліра» Наталья Майорова. Таксама аўтар зборнікаў калектыўных і свайго зборнічка. Я недолго знала Олеся Касьяновича, но то, что я знала, оставило во мне очень глубокий след. Человек, он был очень добрый, вот какой-то свет от него исходил, возле него было тепло. И вот я написала такое небольшое стихотворение «Соль земли». Земли нашей соль, говорят про таких, оставив тома он творений своих, чтоб смыслов его набирались, читая, и слезы смахнули его мудрую, тихую вуз улыбку и прощение в глазах за ритмашей. Писал он, как пелось, дышалось, и казалось, что жизнь для него улыбалась. Но зло не дремало, болезнь источала, а жизни ему так немного осталось. Ему каждый миг доставался с трудом, но только немногие знали о том.
Он был трубадур в непростом нашем мире. Лилась доброта через край в его лире. Искал в нем поэт свой заветный цветок, чтоб счастье пришло с ним на каждый порог. Еще в своем притяжении Олесю Касьяновичу считая лауреат 2 международных конкурсов, автор 5 уласных книг, сборников вершев Лариса Антонова. Дорогие друзья, я сердечно благодарю сегодня организаторов за такое важное мероприятие, которое несет в себе связь прошлого с настоящим во имя нашего будущего. Стихотворение «Попутчик». У каждого в жизни своя есть дорога, и сладость, и горечь найдется в пути. Попутчиков тоже встречается много, не с каждым надежно по жизни идти. Есть яркие люди, и есть невидимки, есть шумные люди, и тихие есть, холодные есть, будто зимние льдинки. Есть те, у кого достоинств не счесть. По замыслу высшему разные люди, по жизни попутчикам с каждым идут. Дорога с одними тяжелою будет, с другим будет легким, тяжелый маршрут. Есть те, у которых могучие корни, чтоб крепко держаться за матушку жизнь. Легко их узнать по фамилии Корнев, по образу жизни, талантом служить. Немалое поле засеял стихами поэт от народа наш Корнев Олесь. Великая честь, что он шел рядом с нами. Поэт, гражданин, в ком достоинств не счесть. Духовное поле взрастит свои травы, ведь 1000 ростков появилось уже. Пусть слово поэта прославит державу, что вызрело в чистой кристальной душе. А теперь мы знову почуем наш чудовный квартет. Коли ласка. Премьера. Как ведь возьми любого человека, развить его, и можно писать книгу, робить нават целый сериал. Нават об наших зорках так само можна было снять целые сериалы об лёсе кожнага з іх. І вось у Олеся Касьяновича ёсць такі верш, які аб'ядноўвае весь іх творчы шлях у сваіх словах. Ну, а мы гэты верш палажылі на музыку, і ў нас атрымалася гэткая песня. Хай час пролетає, як дымка, як ветер, і хай не стирає от вечных прикрас, бо як приоденется вишня в суквете, любуемся мы всякий раз. Ярче снежинок белые пелюстки, весна для всех магчимостей и вера, реальность театральные подмостки. Вишневый сад, лиричная премьера. У кветочек вишни, а их сёння безліч, життєвая сила и весна ждет. Знов бачиться счастье, радость и велич, годов пролетел и идет. Что сникли быцем белые пелюстки, а с ними и магчимости, и вера. Життё, як театральные подмостки, як дивная бесконцая премьера. Красуется вишню квятистым узоры, целуют и лашать пелёстки
театральные подмостки, як дивная бесконцая премьера, життя як театральные подмостки, як дивная бесконцая премьера. Дякую вам, народний вокальний ансамбль «Примавера». Татьяна Чиняк, Валентина Корнева, Медведенко Светлана и Хаустова Елена. Я попрошу поэтку, автора власної книги і шматліких колективних зборників Людмилу Шувалову, яка довгий час керувала лірою. Коли ласка, Людмила Аркадьевна. Низкий поклон вам, дорогие наши поэты, ушедшие в мир. Так, Олесь Касьянович, а мы ж с вами когда-то и ламбаду танцевали, и стихи читали, и песни пели. Да, и он всем говорил женщинам комплименты. Но я прочту его стихотворение «На крыльях дней летящих». На крыльях дней летящих я вижу перья с позолотой, которые все чаще срываются со звонкой нотой. Я их ловлю, тем паче, что надо мной они кружатся, и радуюсь удаче, когда в строку мою ложатся. Да мягко и узорно, ритмически, а не внахлёстку, я их кладу, как зерна, в проложенную мной бороздку. И, поливая летом, наивно верил я, мечтатель, что выросшим куплетом обрадуется мой читатель. А если нет, ну что же, старался, видимо, напрасно. Дерзанье подытожив, отправлю тут же беспристрастно на крыльях дней моих, летящих ввысь и вдаль бегущих, и пусть мой каждый стих найдет покой в небесной куще или в облачной туманной гуще. Олесь Касьянович, ваши стихи раскрыл народ, не распомним, и стихи ваши читаем. Олеся Касьяновича Корнєва може говорити шмат і шмат і шмат. Але так, як у нас ограничений час, ми переходимо до другого блоку. Юрий Всеволодович Матюшка. Ён народился у день вызволения Беларуси 3 липня 1944 года на хуторе поміж вёсок Башки и Креглі Ляховицкого района Брестской области. Закончив після школи, поступив у Витебский державный медицинский институт на фармацевтичный факультет. Вот. А вірші почав він писати ще у школьні годи і був зауважений нашим знакомитим поетом Сергеем Гроховским. И он запросил начинающего поэта на телевизионную передачу в столицу. Юрий Всеволодович Матюшка, після медінституту працював у аптечній сетці, у Пінську, затем у Барановичах, у обласним спеціалізованим підприємстві медтехніка, працював на должностних посадах. Свої твори, свої вірші Юрий Матюшка друкував у періодичному друку, часописах «Ньома», «Новая Немига» літературная, сябра Союза письменников Беларуси, автор сборников вершев. Все то, что есть, сквозь призму собственного «я», походные стихи, звучащее время по поводу и многие-многие иншие.
на словы Юрия Матюшка написана великая колькость песен. И теперь одну з їх ви почуєте у каналі дуэта Людмилы Веселовой и Ирины Носковой. Песня «Далековато», музыка Дмитрука. Коли ласка. Знаете, добрый день, дорогие друзья. Прежде чем спеть, я хочу сказать несколько слов. Дело в том, что лично с Николаем Гусько я не была знакома, с Юрием Матюшкой мы были знакомы, и с его поэзией очень близко. У меня много есть песен на его стихи. Вот просто с Олесем Корневым нам довелось выступать на одной площадке. Я хочу несколько слов еще сказать. Вы знаете, готовясь к этому мероприятию, я перелистывала свои бумаги, пересматривала. Случайно нашла стихи Олеся Корнева именно. Хочу остановиться немножко, пару слов сказать именно о нем. Вы знаете, после одного мероприятия он подарил мне стихотворение, вот, называется «Песенка Ваганта». Я хочу его, ну вот оно как-то отложилось, это было в 2012 году, давным-давно. Но нашлось случайно вот накануне прямо вот этого нашей встречи. Я думаю, не случайно. И песен на его стихи у меня, к сожалению, нет, но я думаю, она станет песней. Я просто хочу прочитать его сегодня. Но оно как-то вот такое яркое, именно про нас, про Вагантов. Не переиграть нам Аниколей, ни Пугачеву, ни Ротару. Мы любим у Сябровским Коле спевать потиху под гитару. Бо мы ваганты, музыканты, и мы, як барды, любим жарты, и петь мы любим усерьез, тому ни одной ноты слез, такі вже нас бадзьорий лёс. Хай сёння всіх джаз апярэдзіў, няхай на сцэне шмат і ударных, а нам не трэба гучнай медзі, нам дастаткова струн гітарных. Бо мы ваганты, музыканты, і мы, як барды, любім жарты, а як сарвецца нотка слёз, то лічым гэта за кур'ёз. Такі у нас жыццялюбчы лёс. Сабе и людям наши песни пьем и для влюбленной пары. Мы струны сердца перенесли на корпус и на гриф гитары. Бо мы ваганты, музыканты, и мы, як барды, любим жарты. Смеяться можем аж до слез, але спеваем всерьез. Такі вже захапляльный лёс. Бо мы ваганты, музыканты, а гэта ўсур'ёз. Вось так. Теперь, пожалуйста, приглашаю свою коллегу по дуэту. И нам хотелось бы исполнить песню на стихи Юрия Всеволодовича Матюшка. Называется она «В ночь». Желтой раскраски весь придорожный лес, и листопад начинается где-то здесь. Листик на память о летнем былом тепле осень приклеила на лобовом стекле. А впереди струится сырой асфальт, а впереди над лесом горит заря. Автомобиль летит по дороге вдаль, из сентября к неясности октября. Мы разрезаем светом глухую ночь, очень глухая ночь нас заволочь, очень глухая ночь зачернить наш путь. Лучиком встречных фар не дает мигнуть. А впереди струится сырой асфальт, а впереди над лесом горит заря. Автомобиль летит по дороге вдаль, из сентября в объятия октября.
придуманных нами стран. Песни свои поют моторы кардан. Мир в густой кисельной ночной тиши мы оставляем тугое гуденье шин. А впереди блестит, как змея, асфальт. А впереди прощально мелькнул закат. Фары в ночи буравят сырую даль. Мокрые листья навстречу летят, летят. Мокрые листья навстречу летят, летят. Сразу же, чтобы лучше потом не выходили. Такая на злобу дня осенний блюз называется. Ну, поскольку уже осень, вот она какая-то очень теплая, такая приятная, красивая осень. Свет луны, желтый гладок, по ночам бродят тени. Наступили для яблок времена тяготенья. Птичьи гнезда пусты, комары не гундосят, пожелтели листы, начинается осень. А в местах, где вчера вода хороводила лето, холодные вечера, и все песенки спеты. Ва-па-па-да-па-да-да. Холодные вечера, вода, и все песенки спеты. В тех местах, где вчера хороводило лето, па-па-да-да. Все цветы отцветут, все останется в прошлом. Поступил в институт наш парнишка с гармошкой. Звуки тают вдали, ощущения увяли, на душе пластилин непонятной печали. А в местах, где вчера вода хороводила лето, холодные вечера, и все песенки спеты. Ва-па-па-да-па-да-да. Холодные вечера, вода, и все песенки спеты. В тех местах, где вчера хороводило лето. Па-па-да-дам, ла-па-дам, 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 да-да-да-да-да-дам. В местах, где вчера вода хороводила лето, холодные вечера, и все песенки спеты. Ва-па-па-да-да-да-да. Холодные вечера, вода, и все песенки спеты. В тех местах, где вчера хороводило лето. У князя Юрия Матюшка сквозь призму собственного «я», як і в других книгах, шмат философских вершаў. Гэта не выпадкова, бо тэмы ў іх, што ёсць самыя вечныя: радзіма, любоў, гісторыя. А важная рыса вершаў — перапляценне неаб'емных тэм. Творца у малым умее убачыць вялікае, новае, незвычайнае. Вось гэта рыса аб'ядноўвае ўсіх трёх наших майстроў высокага пісьменства: Алексія Касьяновича, Миколы Иосифовича и Юрия Всеволодовича. Сяброў Саюза пісьменнікаў Беларусі, любоў да роднай зямелькі, да маці радзімы, да гісторыі роднага краю, да яе жыхароў, да прыроды, да падарожжаў. Сябры з вагантаў
Музыка Алены Майсейчик, слово Юрия Матюшко. Коли ласка, Алена Майсейчик. Керовник Вагантов. Теперь долго назва, а вы там, коли ласка, сами Мы скажите. были клуб, а сейчас мы театр-студия авторской бардовской песни и поэзии. Народ. Да. 17 августа мы подтвердили звание, нам 37 лет. Мы уже такие не совсем. Но очень юные души. А какую песню вы пели? Любую. Тогда я приглашу сюда друга Юрия Всеволодовича Матюшко и моего, как говорится, на совместное творчество вот с этим товарищем, который мне фотографирует сейчас. Сергей Федорович Рябов. Товарищ Рябов, пожалуйста. Он просто хочет пару слов сказать, а не нужно быть сразу, правда? И свою песню, которую мы с ним посвятили именно Матюшко. Ну, вот так получилось, что мы все равно поэты где-то пересекаемся там, то есть в лицо я знаю как бы всех, а вот с Юрой нас связала крепкая дружба, потому что началось все с того, ну, что мы там ходили в походы водные, там, это еще как-то не так было, хотя он был таким приветливым человеком, он всегда все помогал, а просто один раз утром, пока все спят, вот, зорька только начинается, значит, я увидел, что одно растение собрало вот такую каплю, там, чуть ли не сантиметр внутри, там, такая вот. И чтобы она засветилась, ее сверху нельзя фотографировать, ее надо, значит, фотографировать с ее уровня. Она была вот на таком уровне. И, к сожалению, она была в таком месте, где лужа была. Но я вел к лужу и фотографирую эту каплю. И говорю, идет, ты говоришь, как себя чувствуешь? Я говорю, нормально, я думал, ты с бабуна. Человек лужа там лежит. А что делаешь? Я говорю, ну каплю. Вот так взял, сфотографировал, так она не играет. Ну тут я решил так немножко пошутить, я говорю, чтобы подняться до высот этой красоты этой капли, надо опуститься в лужу, понимаешь? А я же не знал, что он тоже философ. И тут мы слово за слово что-то начали говорить. Ну, я уже пошел сохнуть к костру. Там костер еще, ну, всю ночь. А лишь одним словом лежал у лужи с бодуна. Да. А там кропелька одна. Я же не поняла, на минуточку, это фотохудожник и поэт, и он как фотохудожник первое место профессионала в Да. Мы нашли с Юрой очень много точек соприкосновения, и мы потом уже не со всеми ходили в походы, особенно там вот эти далекие. Мы тут по речкам где-то там, у него была байдарка, там еще брали где-то. Вот. Потом перешли на пешие походы, потому что мне как бы с фотоаппаратом байдарки неуютно. А пешие, там на статье все с собой тащить, там все. И мы понаходили много мест интересных. Там нашли, например, очень редкое явление, аллею не липовую, там, не кленовую, а из каштанов. То есть была какая-то усадьба. Вот. А когда нам нужно было очень много времени, мы тогда ехали к нему на дачу, потому что там обычно там неделю никого не было до выходных. И мы там вот сидели, ходили, бродили, писали. Вот, и так интересно, мы друг друга даже не замечали, что у нас как будто нет, вечером встречались, иногда совместно ходили. Вот. Потом, правда, получилось так, что такая на квартире приходилось встречаться. Вот. Ну и потом он в свой последний поход ушел. Вот. У нас есть совместные работы некоторые, которые, к сожалению, в свет не вышли. Там «Времена года» называется, целый сборник его стихов. И он у меня повыбирал там кучу фотографий. Все это оформлено где-то у него в компьютере, потому что там что-то не понравилось издательство, я не знаю. Вот. И он написал про меня кучу стихов. Мне как-то неудобно самому про себя говорить. Вот. Я поэтому их и не брал с собой. Вот. Ну, я хотел что сказать, что Юра, мы с ним ругали все время, потому что Я была свидетелем. да, он говорит, что ты поэт никакой вообще. Вот. Я терпеливый, я же ничего никому не говорю. Я критику воспринимаю правильно.
Вот, и начали ругаться сильно из-за чего. Я написал там, как бы это, изморозь. Да, осенний роман, да. Изморозь. Малахитовая. Нет такой лист. Да. 4 часа спорил. Там смахнул последний лист крыловной ярости, но малахитовую изморозь. А я говорю, что я ради этой малахитовой этого слова и сочинила, музыку прописала. Он говорит, изморозь малахитовая не бывает. Она белая. Да. Я говорю, ты что, говорю, Юра, она же на траве. Там же эти, ну, как бы... Да. Вот, я говорю, я же художник. Я говорю, я вижу, что она зеленая. А я говорю, да, она малахитовая. А он говорит, я там типа учился, я знаю физику, она белая. Потому что это вода. Я говорю, да вода не белая. Вода рефлексы собирает от того, с чем стоит рядом. То есть поставишь ее, ну, к желтому, она будет желтая, поставишь зеленому, она будет зеленая. Он, да не может быть. Я говорю, ничего не может быть. Ну как? Вот в следующий раз, когда была изморозь, это уже там через год. Вот. Я ему говорю, Юра, идем. Не, я тебе изморозь покажу. Я покажу, ну какого цвета? Она говорит, да, зеленая. Целый год спорил. Меня ругал. Очень строгий был в Да. отношении Ну, я хочу что сказать, что Юра, вот, мне с ним было легко, потому что он такой, он не обидно ругался всегда так вот. Да. И много подсказывал по стихам, потому что он стихи писал прямо иногда до 3 штук в день, то есть ну, такой плодотворный был. Но ему для этого надо было вот что-то, пойти куда-то, вот, ну, в лужу он не падал, правда, ну, ходил по бездорожью, там, по какие-то буреломы, какие-то веселухи мы там нашли, там, ну, много чего знал про природу, вот, я просто наблюдал все. Мне главное было, когда первый луч поймать, когда последний луч поймать. Вот. И получилось так, что Юра оставил после себя огромное наследие вообще этих стихов. Вот. И я много говорить не могу, у меня что-то сегодня... А вообще я могу дня 3 рассказывать, потому что, ну, сколько у нас с ним было всего, это просто не перечесть. И в конце концов я хотел бы сказать, что он оставил огромное наследие, если кому-то интересно, вы же найдете эти книги там. Вот. И в общем я хочу сказать, что вот это, раз вы сюда пришли, значит вы как-то благосклонны к поэтам, хотя бы если сами не пишете. Ну, я вижу много людей, которые сами пишут, которые поют. Я вообще музыку от поэзии, от художников не отделяю. Я считаю, что это все одно и то же. И я хотел сказать, значит, все вы такие же, как и я. То есть надо будет, упадете в лужу, да. Вот. И оставляете какой-то след. Вот про след я вам хотел сказать, я своих стихов не помню вообще, да и чужих не помню, тем более. Вот. А запомнил одно стихотворение, потому что там всего 4 строчки, меня так тронуло. Написано было еще до нашей эры, оказывается. Вот. Я читал перевод. Каждый образ и каждый исчезнувший след в усыпальницу времени лягут на 1000 лет, и на круги своя наши годы, когда возвратятся, сохраненное бережно явит Всевышний на свет. Вот это оно меня так задело. Я его помню, и я его читаю при любом случае, чтобы люди тоже знали, это и Бонсина написал. Вот, спасибо большое за внимание, больше не буду отвлекать. Вот. С этим человеком у нас уже 15 лет будет в декабре. У нас совместное творчество, много песен, стихи Сергея Рябова «Моя музыка». И одну из песен, которую мы посвятили именно Юрию Сюрину, он при жизни уже слышал ее, мы назвали «Есть такая судьба». Есть такая судьба. Посидеть у костра и увидеть друзей в дымной ауре света. Даже если дожди льют неделю подряд,
о путях человека. Та-дам, та-дам, та-да-да-дам, та-дам. Ведь недаром же в песнях наших костров есть мотив о путях человека. А утро опять кто-то скажет вперед, и понесет лодки легкие наши. Свежий ветер с дождем не отменит поход. Сегодня бродягам такое не страшно. А иначе зачем ты кормил комаров и байдарку гонял по извилистым рекам? Ведь недаром же песня наших костров самый главный мотив о путях человека. Ведь недаром же песня наших костров есть мотив о путях человека. Что же это за жизнь? Без уютных уколов, если лапник постель, а река, как дорога. Очень много путей по судьбе пролегло, и какой-то один приведет прямо к Богу. А иначе зачем ты кормил комаров и байдарку гонял по извилистым рекам? Недаром же песня у наших костров самый главный мотив о путях человека. Та-дам, та-дам, да-да-да-дам, та-дам. Ведь недаром же песня у наших костров есть мотив о путях человека. Ведь недаром же песня у наших костров есть мотив о путях человека. Вот такая судьба. Да, и вот когда мы сочиняли, особенно вот мы с Валерой Говорковым, ушедшим от нас тоже год назад, уже 2 года скоро, мы любили, вот с Валерой мы такие были, можно сказать, горезы. Мы так возьмем пару стихотворений разных его из разных сборников и соединим в одну песню. Не мог никак согласиться. Ну что вы делаете? Лена, нет такой песни. Я же вам пишу сборников, песни, специально для вас. Что вам мешает сочинить песню? У нас есть и такие песни, конечно. Но нам именно нравилось сочинить, что-то взять из разных даже сборников. Взять разные стихи и объединить. Но вот это он не слышал. Одно стихотворение из нового сборника, одно из не самого нового, предпоследнего, можно сказать. И назвала я ее «Пора пришла». Люблю туристам петь. Ну, вот весной она родилась. Я сама ходила в поход, пела им. Именно о том, как пробуждается природа, как туристы достают свои лодочки, там проверяют. И он любил тоже ночью, когда никто не видит с дачи, спустить байдарочку и попытаться самому на звезды посмотреть. Пора пришла. Стихи Юрия Всеволодовича Матюшки, музыка Елены Васильевича. Спать не хочется лунной ночью, моя лодка еще на плаву, поплывуем по речке тихонечко между двух берегов. Разбегает речное течение камышовые стены реки, придается иное значение шелестению прибрежных ракит. Пора впустить в себя весну, ее тепло и свет, и звуки затасковались по веслу, отвыкшие за зиму руки. Дожди уже не возвратить, и холод неуместен вроде. Пора в походы уходить по рекам после половоза. Мне не надо ни сна и ни отдыха, просто хочется счастья чуть-чуть. Над рекой по темному воздуху я сегодня как птица лечу. Освещается счастье бездомное светом звезд и знакомых планет. Только жалко, что в небо бездонное незаконного доступа нет.
уже не возвратились, и холод неуместен вроде. Пора в походы уходить. По рекам полосы, по лагуне, пора в поход уходить, и осенью тоже. По рекам полосы, по лагуне. Спать не хочется лунной ночью, моя лодка еще на плаву. По речке тихонечко между двух берегов поплыву. И поплыву. Юрий Матюшка стоял у истоков литературного об'єднання «Плынь» при газете «Знамя коммунизма». Теперь наш край. И я попрошу Миколая Федоровича Зайцева, давнего сябра усіх троих наших сегодняшних, прийшовших от нас майстров слова. Коли ласка, Николай Федорович, автор сборников своих и шматликих коллективных сборников. Дякую великий вам, что вы пришли сегодня на нашу литературную гостевню. Великий шир, дякую. Поэты Алексей, Олесь Коронов, Микола Кузько, Юрий Матюшка – это талантливые наши поэты. Они своим творчеством подняли нашу городскую литературную культуру на несколько ступенек выше. Оставили нам бесценное наследство, чем мы и гордимся. С этими поэтами легко было вести рассказ и дружить. Память о них живет в наших сердцах и будет жить. Я преклоняюсь перед их творчеством и рад, что я был знаком с этими талантливыми поэтами. Вчера, накануне вечера, я просматривал книги этих поэтов. В том числе была книга Олеся Корнева «Орлой». Я бы эту книгу назвал одним словом «народная». И появились такие строчки. Летит журавлиная стая стихами его в небесах, он памяти книгу листает и слышит друзей голоса. Все это родное до боли, все это как синь на века, и мчится строка за строкою, как в небесах облака. Весь взгляд его в это мгновение какой-то такой непростой. Жизнь чувствует сердце биением и утонченной душой. Дороги вели не по броду, порой и метели мели. Взгляните на пламя восходов, на этих летящих курлы. Крылатая, тихая песня, и девичий голос воржи, а стая летит в поднебесье, над родиной стая кружит. В 2009 году Юрий Матюшка стал лауреатом международного конкурса «За мир без войн и насилия» Польша-Германия. В 2010 году лауреат конкурса галереи избранного стиха «Москва».
У 2010 году узнагароджены памятной золотой медалью имени Грибоедова и дипломом имени Мальдельштама. Песню на слове Юрий Матюшка виконує дует. Дівчата, будь ласка, Людмила Веселова і Ірина Носкова. Будь ласка. Закрою глаза, открою глаза, закрою. Открою вокруг одна бреза синевою. То облака невесомые в небе кочуют. Сон и сон земли под собой не чую. Плывут день и ночь мои облака в века. А в небе моем мои птицы летят куда-то. И я полетела, да вот не готов пока. Далековато, далековато, далековато. Что это было, я или сон, не знаю. Только во сне я знаю, что я летаю. А наяву я, кажется, в небе не был. Только уж очень хочется мне в небо. А в небе моем будут облака века. А в небе моем мои птицы летят куда-то. И я полетела, да вот не готов пока. Далековато, далековато, далековато. Я поднимусь и сделаю круг над домом. Все с высоты знакомо и незнакомо. Все с высоты какое неземное. Но все равно все это мое родное. А в небе моем будут облака века. А в небе моем мои птицы летят куда-то. И я полетела, да вот не готов пока. Далековато, далековато, далековато. Международной ассоциации журналистов, автора шматликих сборников поэзии и прозы Олеся Белого. Вітаю всіх. Ну, з усіма цими хлопцями я був вельми добре знайомий. В приватності з Юрієм Матюшко я познайомився в 1977 році, як приїхав зі своїх плато і прийшов на посідження літературного об'єднання «Плинь». А потім я керував ніяким цим об'єднанням. З Юрою ми зустрічалися на бардовських фестивалях пам'яті Юрі Дмитрука, були у журі цього фестиваля. Ми сплавлялися з ним на байдарках, на катамаранах. Коли в 1983 году они сплавлялись по Иркуте, есть такая речка в Сибири, то он досылал оттуда телеграммы, 10 дней и больше был этот сплав. Потом приехал, дал свой дневник, я працевал тогда в газете «Знамя коммунизма», и мы друковали уривки з його вспоминів про этот сплав. Ось, так что мы собрали шмат год, я бывал у его дома, бывал у его на летище, помню,
на один день юбилея мы перед тем, как приехали все гости в Мордичи, мы робили там столы. Короче, и он критиковал мою творчесть. Вот, было за что. Я бывал у его дома. Вот. Ну и я свой черговый сборник, ну, на какую можно в этом году, значит, уставляю верш, присвяченный Юрию. И он с нетерпением вытековывал лето, но узимку радовали лыжи, не китки, простый человек сусвету. Не кожный из нас так день на ниже. На летище полил старую печку, и огород ускопывал он старанно, а у час квітення траву и туманов, байдарку гнал по невеличких речках, ну а погодный гнал катамараны. Не принимал он близких уговоры, и под заплечник гнул прилагал спину. Спознал наш Юра и тайгу, и горы, шмат что поспел, шмат сябрам покинул. И верши подпрацовывал он старанно, и легко для радков находил тему. Дипломную мел у память Мандельштама, и нават был магистром ВВМ, но это Международный фонд «Великий вандровник молодым». Любил он вечер бавить для раки, глядеть, никак не наглядеться вдали, а в свет пришел для весочки башки. В тот день, когда столицу вызволяли, не выбирал учинки он и кроки, тому же те шмат надавал значение, что облако купается в затоке, и про байдарах кораблекрушения. Ну, гэты верш я присвятил Юры. Ну и хочу, я добро ведал и Олеся Касьяновича, вось, и он был у меня дома, и я его не раз запрошал меня на летище, куда я так и не доехал, на жаль. Вось. И есть, я у одной из двух книжек писал уступ у его книжки. Вось. Так что мы сябравали, вось. Нам было про что поговорить, тем больше он шмат год прожил в Малаховцах, а я так само там, коли школы интерната, 12 год прожил, ну и гэтую мышанку узгадывали, и все, так что все было чудовно. Ну и хочу уже заодно, раз я вышел, рассказать про Миколу Бучко, який недавно пошел в життя, я был в Ховані, вот, его первая книга у него на плечах, там чудовные такие образы, что и дорога на Погорелку, это его вёска, родная в Карельском районе, вот, и торба без собачанями жволі шиется под ноги. Да, коли Микола уступал у Союз письменников, рекомендации ему давали Галюгин, вот, и дядька Ригор Бородулин, вот. Я добро ведал его, он працевал на таком оформителем, я был его в Погорелце, я ведал его маму, вот. Ну, тут Сузор Ешалев, а относно недавно, еще, коли был живой, вышла коллективная книжка, где есть там и Купала, и Бучко, и еще нехто. Я в выдавецтве забирал его сборник, вот, и принес ему, тогда мы еще нават трошки отзначили эту подею, хотя ему уже этого не дозволяла дочка, вот. И он жил на Кленовой, потом уже там в іншем месте, я бывал его и ведал. И у одной из моих книжек, которая вышла в 99 году, есть такое посвящение Миколы Бучко. Ну кто, скажи, нас до души притулить, а не спевают птушки в бары, есть Нёман на земле, и есть Матуля, замок у миры. И не беда, что близко так поэту от смеху до гаючей слезы по Погорелце зяют смяным светом у храме образы, и гушкаются дети на орелях, и снятся им веселковые сны. Як добро, что гуляют тут веселье, что наши Погорелки не сгорели, и что нема войны. Вячеслава Хвойницького, мастака, речника по древу, автора 4 власних книг лірики і прози. І він прочитає вірш Юрія Всеволодовича Матюшки і Миколи Бучко. Будь ласка. Я, конечно, был знаком со всеми этими. Вот, Матюшка, Бучко, фотографию менять с Бучко, а я Чикорным суком. Так, я своего ничего посвящения никого нет. Я прочту просто 2 стихотворения. Вот.
память наших поэтов. Стихи с книги «Унемно на плечах» Николая Бычкова «Вверх палитра в осени» и с книги «Все то, что есть» Юрия Матюшка, стих «Наитие утреннего часа». Палитра в осени. Сон паучиння, зеркость дём, свет на костры життя згорає, спагатно небо потирає, вочами матчиных окон, с дорог вернувшийся домов, глядишь, и толокой опошней, стриже тугий блакит над поршней, ся близко спурженных шпаков. Роскоша фар у вышине, над поздним цветом веросовым листов со спелым парасоны укрыли густо корони. Белеет досвитком трава, пари и лет примокли хитро. Строкатой в осени палитра, урок тревожных родства. Это Микола Бычков. Стих Юрия Матюшка. Наитие утреннего часа. Вдруг увидать, что все кругом в осеннем многоцветье краса покоем дышит и добром, и нет в чем, и нет ни в чем противоречий, и все под знаком простоты, и думай, дремы человечьей, полны деревья и кусты, и начинает в птичьем гамме, в начале слышимом слегка потоки музыки органной приподнимают облака. Дякую велике. Ви ведаеце, як каштоўна, калі у творцаў ёсць цудоўны, моцны тыл. Гэта яго родныя. Гэта мы ўжо бачылі на сям'і Корнева. І сёння я запрашаю дачушку Юрия Всеволодовича Матюшку. Оля, калі ласка, Олечка. Похож? Похож. Здравствуйте. Ну, во-первых, я на Олю не похож. Вернее, похож на Олю, но я его брат. Юрий Матюшка мой отец. И, как вы поняли, я практически не готовился, потому что должна была приехать Оля. Но в последний момент она передала значит, мне эту почетную обязанность. Ну, что я хочу сказать. Вернее, я не готовился, но распечатал пару стихов оставил, поэтому прочту, наверное. Но я сначала даже не понял, что я должен говорить, какой он был отец или какой он был поэт. Потому что, как поэт, наверное, я не готов его оценивать, я не настолько хорошо знаком с поэзией, хотя я был, вычитывал все его стихи, и первая книжка «Все то, что есть» издавалась практически мной, потому что я и корректором был, и печатал на лизографе там все это, и сшивал, и, в общем-то, за это он мне был очень благодарен, и даже книга есть одна дома подписана, которая «Спасибо, Сергей, за эту книгу». Вот. Остальные книжки, которые были изданы, он отдавал уже профессиональным корректорам, то есть они, хотя я тоже участвовал в этом в самом начале, но потом все они увидели свет. Какой он был отец? Замечательный. Он умел как-то невзначай подтолкнуть к чему-то, то есть он не говорил, не требовал там, постоянно что-то, а это было такой легкий толчок, второй вопрос, да? А вот ты не интересовался ли вот этим чем-то? И
Дальше уже происходило, то есть я сам копался, пытался узнать там что-то, и потом этот вопрос мы с ним обсуждали, и это было очень здорово. И почему я об этом вспомнил? Значит, недавно, вчера перечитывал стих, который хотел прочитать, и нашел даже, была рецензия на книгу Юрия Маслова, который обратил внимание на то, что вот он... Давайте я сначала прочту стих. Я хочу нарисовать зимнюю поляну, синетение передать на переднем плане, мгновением руки, озорно, с размаху, нахлобучить на пеньки снежные папахи. Я хочу, чтобы стала жить тихая поляна, сквозь сугробы пусть бежит первопуток санный, пусть звенит окрестный лес днем ясноворозным, пусть заметит будет блеск в следе от полосья. О, видение, я на вас красок не жалею, только жаль, что рисовать вовсе не умею. Этот стих Маслов сказал, что вот он так написал, что не умею рисовать, а на самом деле он словом нарисовал эту картину. И у меня возник какой-то внутренний протест. На самом деле, я все это воспринимаю, то есть тут даже не отец картину рисовал, ведь мы, каждый, кто читает стихи, у себя в мозгу воспроизводим вот эти вот картинки, эмоции, впечатления. Это наше. Это поэт всего лишь способствует тому, чтобы мы задумались об этом, акцентировать внимание. А дальше все зависит от нас. И он, по сути, как проводник от чего-то сущего к нам, дает нам эти краски, пусть в словах, а мы уже рисуем. И вот это вот очень важно. Важно в творчестве моего отца, и как отца, как поэта, у него вот было такое, он умел толкнуть в нужном направлении, передать вот этот импульс для того, чтобы мы осознали что-то великое. И я хочу еще один стих прочитать. Он называется «Своя правда». Сразу скажу. У меня этот стих сразу вот нарисовалась такая картинка, старый дом деревенский и женщина, ждущая сына. Здесь пахнет, чем попахивала стая. Котами, щами, бедным человеком. Висит на стенке тощий календарь, не тронутый руками четверть века. Здесь раньше жили, продолжая род, а нынче старый хлам под слоем пыли. Приедут дети, спашут огород, но лягут спать в своем автомобиле. А матушке-старушке все равно, что думают о ней сынок с невесткой. Живет давно, как Богом видано. Живет одна и не покинет место. А город что? По слухам, там лишь блуд, а здесь землянки, курицы, скотинка. Подумаешь, скопилась пыльня. Подумаешь, бульварные ботинки. Я счастлив, что у меня был такой отец. Я надеюсь, что все, кто соприкасается с своим творчеством, смогут почувствовать то, что хотел передать. И мне очень жалко, что тут нет его книг, поэтому я туда, в библиотеке, вы видите книгу, там альманахи, и я привез те книги, которые были напечатаны его, поэтому я их тут оставлю. Спасибо. Шановні хлопці, як ми ось відаємо чоловіка, життя проходить тільки вечорини разом, а родних його не ведаємо.
И как не трымалась я где-то у меня сегодня. Не ведала ни Олю, ни Сергея, одно заочно. И вот тут облом. Я вызываю Олечку на сцену. Выходит сын, про батьку каже ён. И знову песня «Коли ласка». Алена Моисейчик. Мы были с Сергеем дома Елисеевича, хотя он никого не приглашали, но Лилия Жданова, это было старый год, по-моему, незадолго до его ухода, и он подарил мне два новых сборника. Я несколько песен написала, вот одну из них хочу, такой более позитивную, вам исполнить. Называется «Мне не спится». Мне не спится этой ночью, время не идет вперед, скоро поезд прохочет, следом тучным раном гнет, капли капают все реже, опущен с небес, поезд ночь лучом разрежет, уходя за дальний лес, поезд ночь лучом разрежет, уходя за дальний лес. Птица крикнет, ветер дунет, нет претензий к судьбе. Остается только думать о тебе, пока капли капают все реже с приопущенных небес. Поезд ночью лучом разрежет, уходя за дальний лес. Поезд ночь лучом разрежет, уходя за дальний лес. Мы ни в чем с тобой не схожи, вечно поезд, ты и я. Но представить мне несложно в этом поезде тебя его. Капли капают все реже с приопущенных небес. Поезд ночь лучом разрежет, уходя за дальний лес. Поезд ночь лучом разрежет, уходя за дальний лес. Тут мы вовсе не расхожи, но вокруг погони тише. Может быть, ты из окошка мою сторону глядишь, капли капают все реже с приопущенных небес. Поезд ночь лучом разрежет, уходя за дальний лес, а капли капают все реже с приопущенных небес. Поезд ночь лучом разрежет, уходя за дальний лес. Поезд ночь лучом разрежет, уходя за дальний лес, уходя за дальний лес. И мы проходим до третьего блока. Микола Федорович Иосифович Бушко. Он народился 30 вересня 40 года у вёсцы Погорелка Карельского района Грузинской области. Школа техникум легкой промисловости, выявленчий факультет Московского заводного народного университета мастацтва, працаваў рабочим, оформителем дома офицеру и мясокомбината. 1976 года мастаком-оформителем автобусного парку города Барановича. Першие творы Миколы Бусько были змешчаны в Карельской районной газете «Полымя» и Барановское знамя коммунизма. Заўсёды наведваў літаратурнае аб'яднанне «Полынь», прысылаў творы, друкаваўся ў часопіс «Маладосць», вершы друкаваліся ў зборніку «Дзень паэзіі», часопісах «Полымя», «Вясёлка», «Беларусь» і іншых. Аўтар зборнікаў «Унёмна на плечах», «Сузор'е шаляў», «Поэзія баразны», «Чалавек ад плуга і касы», «Скрыжалі памяці», «Сляды да верасня», «Для дзетак», «Ад галінкі да сушка», «Телефону паучка», «Шасцікрылец хмара гон», «Бабрыная навука». У бары жывуць сябры, лясныя дзівосы,
Павлодля казки «Бабина навука» постановлена опера. У 2012 году узнагароджены литературной премией Инна Колесника за книгу прозы «Следы до вересня». Сябра Союза письменников Беларуси с 1989 года. Все лето вышел черговый сборник творов «Чистая музыка неба», где одним из трех авторов является Микола Бучко. Я попрошу старшиню Брестского отделения Союза письменников Беларуси Татьяну Анатольевну Демидович. Коли ласка, шановная Татьяна. Сапраўды так імгненна зненацку пайшли з життя три вибітні поети, які зробили для перасечення Білорусі вельми шмат. І, на жаль, кожен з їх, мені тільки засталося пройти по окрайцю їх льосу, але для нашого відділення, для Білорусі, це сапраўды знакові імені. Я хочу сказать, что Олесь Касьянович Корнев завсёды приезжал у Брест, наведывал наше отделение. Я памятаю первые свои працоўныя дни, як он пришел, подарил свои книги. Я завсёды телефоновала одразу в областную библиотеку, бо часто там не знаходилось некоторых книг, и они просили, каб я передала эти книги. Были такие моменты. Мы сапраўды сачылі за творчасцю Олеся Касьяновича. Потым, калі ўжо ён хварэў, з апошняй яго кнігай працавала Настасья Нарейка. Яна таксама вельмі захапілася яго творчасцю, здзіўлялася самабытнасці гэтага цудоўнага паэта. Юрий Всеволодович Матюшка, упершыню я пачула яго імя, калі была зусім маладая і была на семінарах у Сілічах. Праводзілі гэтыя семінары знакамітыя пісьменнікі Эдуард Успенский, Кирилл Ковальджи и Леонид Юзефович, який зараз узначальває, з'являється головним редактором часописа «Дружба народов». И там были так само мои ровесники, и они мне рассказывали всем присутным, что познакомились на фестивале «Без мира и войны и насилия», так он назывался, цудоўнейшым паэтам, што яны настолькі натхніліся яго творчасцю, і вось яны хацелі таксама працаваць, пісаць свае вершы. І мне вельмі хацелася прачытаць вершы Юрія Всеволодовича Матюшкі, але тады іх не знайшла. І калі ўжо пачала працаваць у аддзяленні, вельмі здзівілася і ўзрадавалася, што ў нас у наше аддзяленне ўваходзіць Юрий Всеволодович Матюшка. А яшчэ была у нас такая сустрэча у школе у Тамашоўцы. Мы приехали, агрогородок Тамашоўка находится на мяжы с Польшей, калі вы ведаеце. Мы приехали на эту встречу, я долго рассказывала про письменников Брестского района, и потом таким живым диалогу с директором этой школы, а он был наставником года, вельми таки таленавіты, цікавый человек, и он сказал, что я вырос на вершах Юрия Матюшки, я читал их у дзяцінстве, яны мяне сфарміравалі як асобу, і гэта было так прыемна і нечакана, ён нават чытаў вершы, успамінаў іх. Заўсёды, калі я прыязджала ў Мінск, Валентина Поликанина передавала прывітанне, пыталася, як сабе адчувае Юрий Всеволодович. І, на жаль, я ніколі не бачила Юрия Всеволодовича уживую, толькі мы з імі размаўлялі па тэлефоне, і заўсёды пыталася у пісьменнікаў, які. І заўсёды яны казалі, што гэта вельмі прыгожы чалавек, як унутрана, так і знешне. І калі, просто я зайздросціла, што яны яго ведалі і маглі з ім вось так размаўляць. А яшчэ у нас праводзіцца конкурс «Зорны спеў», на якім чытаюць вершы нашых пісьменнікаў-землякоў нашы дзеці. І заўсёды чытаюць Юрия Матюшку. А апошні раз гэта было просто цуда. Маленькія дзеці, вось такія маленькія дзеці выходзілі, яны пашылі касцюмы, яны чыталі яго вершы. Гэта было просто да слёз. Сапраўды, пакуль нашы дзеці ведаюць нашых паэтаў, пісьменнікаў, яны жывуць і жыве памяць аб іх. Яшчэ Юрий Матюшка нарадзіўся 3 ліпеня, у дзень вызвалення, у дзень незалежнасці Беларусі. Для нас гэта было таксама знакава.
І, звісно, коли ми проводили зустрічі, діти, я пам'ятаю, як вийшов один вучень і розказував, уявляєте, бомбежка, ось нашу Білорусь не визволяють, а тут народжається поет Юрій Матюшка. Коли він це так озвучив, це було справді як протяг життя, як ось таке сонечко. Народився поет, коли визволялася наша країна. І для нас це так само такий важний знак. Коли говорить про Миколу Бузько, він завжди вельми був близок до творчих людей, до нашого відділення. Я зараз себе зловила на думці, що Микола Бузько – це останній чоловік, який мені писав листи від руки. Я зараз отримую шмат листів по електронній пошті, а він писав про творчість, і він питався про сім'ю мою, давав які поради, і все це від руки він писав. Він вельми клопотився про білоруську мову, вельми переживав, щоб наші діти протягували і традиції, шанували родну мову, щоб читали книги. І він завжди удільничав у Дні білоруського письменства. Останні рази він був вельми слабий. Він амаль рухався, ледь рухався, ми його з лыжки кормили, але він все одно їхав на День білоруського письменства. Пригожа опранався, для його це було свято. І Микола Іосифович отримав премію з нагороду «Духовная велич». І її вручали у музеї виртаних коштовностей у Бресті. І ось іде церемонія, прийшов представник Фонду міра, я ще був тоді живим владика Стефан, і прийшли представники православної церкви, а Миколу Іосифовича не привезли. Оказалось, якраз ось у цей час здарилася велика трагедія, загинули наші льотчики. І я потелефонувала йому, розказала, що ось так не змогли привезти вас, ось таке некое отрималася така біда. І я сама приїду до вас і привезу з нагороду. І він завжди казав, що ось ви тут у мене всі висите на стіні. Я думала, як ми там висимо його на стіні. Коли я приїхала до його, оказалось, що він збирав фотоздимки, ми йому робили фотоздимки, відправляли, і він все приклеював на шпалери. У його були передбачання, у його були книги, у його було все, що зв'язано з письменством, з творчістю, і він цим просто жив. Його були його книги його так само знаходилися і на столі, у шафах. Це було просто невероятно. І коли я ще їхала, він мені все казав. Ми зараз поїдемо по містинах Колесника. І я така стомлена їхала, я думаю, як я зараз поїду ось на Абцасах по містинах Колесника, це так тяжко буде. Коли я приїхала, у мене одразу зашуміло у серці, бо я розуміла, що ми нікуди не поїдемо, бо він вельми вже хворий. І він нам подарив нашому відділенню картину свою. Він чудовний мастак і слова, і живопису його так само чудовне. Ви знаєте, коли молоді письменники пишуть свої твори і ось читають Миколу Бузько, вони знаходять слова, яких наогул не відають. І вони питаються, що таке льохи, що ще, є слова, які просто ми їх вже втратили. І «Ясные девосы» – эта книга так само, настолько там живописно, настолько там пригожа описана наша Беларусь, наша природа живая. Просто хочется жить, просто счастлива от того, что ты існуєш на этом свете, что ты можешь это читать, что ты можешь так бачить очима мастака і очами мастака слова. І це так само вельми коштовно. Я сьогодні з собою привезла письменника з Івацевича, Віктора Трофимовича Решица. Віктор Трофимович, я вас запрошую сюди. Віктор Трофимович, але Микола Іосифович писав рекомендацію, коли уступав Віктор Трофимович у Союз письменников. Поделитесь, перед лаской, своими воспоминаниями.
Я привик за трибуною виступати, а тут нема трибуни. Представляю. Наступний раз таку велику трибуну. Так. Я ще бочку напишу, і тоді буду все читати усього. Так. Ну, я хотел бы пару слов сказать про Бузькова. Вот это самое. Первое такое знакомство мое, вочное. Письменники имеют такую звычку один с другим сотрудничать по часовописах, по газетных публикациях. Ну и так далее, по телебачению, это самое. А то было вочне, таке знайомство моє. Тоді я працював, в 1991 році. Тоді я працював в редакції районної газети «Вацильський вестник», то і Вацильчик. Это самое, вот, и группа, приехала группа, тут Гордицкий, я, тут, значит, Микола Трофимчук и вот Микола Бузько. Дали на першій страниці, на першій. І ви заховали цю газету. Я заховав, бачите, як здорово. Все нормально. А то нічого тут не подробки, тут ніяка немає. Настоящий вопрос. Кажучи, група приїхала, значить, це саме, ну, зустракатися з працівними колективами, як у нас було, це саме, СМУ, так далі, в Вацильчах, школи, так і таке, це саме було. У ті часи, ще коли існував Союз письменників, ось ці групи приїжджали, на периферию уезжали. Это было очень хорошо. Знакомство это самое. Я сам человек, был студентом, когда приехали письменники, так я оглядел, я еще квартиру, вечером не спал, Лосипенко, там, помню, книжка была, там вышла, и там выступали Бензерук, Ростислав выступал, до речі. Так, даже саме слабий, уже нема можливості привезти. Сюди його так видали. Это самое. Ось тоді приїжджали вони. Ну, ми тут, конечно, уже ближе, там, туди-сюди, як там, що там. Микола, коли так поглядеть, ну так, збоку, здавався таким серйозним, трохи суровим чоловіком. Але це не все говорить про його нутро. Я сам зустрічався з такими людьми, ось, які завжди були такі, як би, серйозні, але на самій справі з ними можна було ладити, з ними можна було цікаво провести вольний час. Ось один факт ще такий. Коли я сказав Миколі, що хотілося уступити в Союз письменників, і він тут без усяких вагань, туди-сюди. Я не становився на колені перед ним, нічого. Це саме він так надрукував на такій машинці. Те, короче, без отказа. Ну и он имел, конечно, свою думку, и эту думку мог отстоять довольно так истопно, серьезно. Я имел неосторожность сказать, выказаться, что мы уже были в автобусе, автобус великий, он еще не едет, стоите, и я говорю, хтось книжку написав книжку, а що за книжка? Містика. Що за містика? Я говорю, не, я містику не люблю. Микола, тупцевать там, это. Ну, я розумію, я говорю, це саме. І він один там такий заступник містики, ну, це кожному своє, як один любить бульбу, другий любить.
шапку. Ну, письменники чапку выпивали, они писали, то они после чапки покидали после себе, ось потеряли, и ось это самое. Так что, вот, я вельми задоволений, що був знайомий з цим чоловіком. Ну, потім вже у нас були зустрічі в Бресті, зустрічі в Німеччині, де вручалися ці премії імені Колесника, так далі. Там, ну, всяких таких епізодів. Дається такі основноленькі епізоди, але доволі незапоминальні бувають. И гумор, и все на свете, и так далее. И я вельми вдячний, хочу уже в конце сказать дякую организаторам этого мероприятия, этим людям, які пришли, вспомнили тих авторів, тих творців, які старалися після себе нечто покинути для нащадків, яких уже сьогодні нема серед нас. Дякую вам великі щирі, і ось мені так отрималося. А ви, речиць, жарта у них з трибуни виступати привик. А у нас у нової миші всі трибуни з'їли миші. Сябровская суполка. Без трибун цитують ловко. У тесном крузе, ладным гуртом, летом в шортах, зимой в футрах, али побач, али разом, і подсказкой, і отказом ми умеем працаваць. І як ви, так жартаваць. Я хочу представить книгу «Чистая музыка неба». Это сборник наших поэтов Миколы Бусько, Анатолия Шушко и Миколы Антоновского. На жаль, Анатолій Шушко уже пішов з життя, а коли ще рихтувався зборник, Микола Іосифович ще ведав про його, і він чекав цю книгу. Конечно, уже тяжко было ему збирати свої твори, ми самі їх збирали, зверталися в бібліотеку, зверталися до його сябров. І чудовно, що ця книга побачила світ, бо це так само наша совість з минулим, наша совість з нашими письменниками. Я прочитаю вірш Миколи Бусько, який ось тут на вокруці змішаний. Схилився головою виновато перед пяшчотой Нивы Васильковой. Я народился на землі батьковской, де мало взяв от мудрости життєвой, ось і займів помилок многовато. Прожить годы без боязі сумленно, проносячи любов свою до слова, до Нюмана, людей, лісов зимових, до восінських пожарищів клянових, живое серце тахкає незмінно. Я вельми рада і щаслива бачити сьогодні ваші очі. Ви такі судовні, ви такі талановиті і щирі на почутті люди. Справді, дякуючи вам, протягується життя наших поетів. Наша скарбонка творча поповняється. Дякую за ваше добре серце, за ваш талант, за ваше таке почуття відказності за всі справи, які робляться на нашій землі. Велике дякую Тетяні Михайловні за як господині цього чарованого місця, це справді казка. Казка для творчого чоловіка. Дякую велике Раїсі Михайловні за те, що вона зібрала усіх нас тут. І я хочу, на жаль, ми не знайшли пісень на слово Миколи Бусько, хоча вони справді є. І я хочу запросити сюди свою дочку, вона виконає пісню на слово Василя Жуковича, так само нашого земляка. І ця пісня буде присвячена у пам'яті всім нашим поетам.
щирий дякую усім навідникам нашої вечорини, хто знайшов час, відклав Бог свої справи і ще більше довідалися про життя і творчість наших зорочок. Великий щирий дякую директору централізованої районної бібліотеки Тетяні Михайловні Лайша, Світлані Володимировні Корко і усім вам, шановні супрацовники бібліотеки. І ви ведаєте, хутко свято библиотек. И поэтому я сегодня перед входом вспомнила и написала такий экспромт. Это для вас, працівники библиотеки. Нехай вам сябрам буде не аптека, і, конечно, для кожного, не доктора стерильний кабінет, запросить щиро вас библиотека. Тут не один розкриєте секрет. Працюють тут рупливі дівчати, щирує і усмішка, і добриня, імпрези, вечори не просто святи, навідвальників безліч тут щодня. У море книг ти жемчуг отшукаєш, не знайдеш сам, дівчати тут як тут. Той жемчуг твор 5 раз прочитаєш, у бібліотеку ноги знов в'ядуть. Дівчати свою справу справно знають, професію тут кожної по душі. І читачу порають, пожадають, чим можна захопитися уночі. Так, уночі. І ти не дорвешся, такий сюжет, неподвласний час. Дівчати битцем феї, урешті, одурать і усмішкою щирой вас, рупливые, старанно, по-майстерську, на любий густ вам твори подберуть. І так лагодно, радосно на серці у бібліотеці соніки живуть.